Это история про иностранца, который по воле судьбы в 30-х годах попал в Советский Союз. Прошел через ГУЛАГ, штрафбат, его приговаривали к расстрелу. Но, несмотря ни на что, он выжил и остался человеком. В 1932 году финн Микка Кокка нелегально переходит со своей семьей границу СССР. 5 лет работает на лесоповале в Карелии. После развода с женой Микка с сыном отправляется в Коми. В селе Усть-Нем женится на молодой девушке Евдокии и сразу же едет в Нижний Тагил, где попадает под молот репрессий. Микка и других финнов арестовывают, сына забирают в детдом, а супруга возвращается на родину. Финн, пройдя через тюрьмы, лагеря и войну, в 1947-м возвращается в Усть-Нем. По дороге у него крадут документы. Без паспорта, уже почти с порога дома, финна забирают в милицию. Опознать Микка может только его жена Евдокия. Евдокию привели в отделение милиции. Ей показали совершенно незнакомого человека, лысого, беззубого старика. Мама подошла, посмотрела, а это совершенно чужой человек, она же не узнала его. Это совершенно лысый, беззубый, худой, весь измученный, страшный. Нет, вот я его не знаю. А отец снова, да так внимательнее, еще раз посмотрите, может что-то вам напоминает. Тогда она подошла еще раз. Вроде и знакомый, но никак не может понять, где же она его видела. Можно сказать, Евдокия спасла Михаила, ведь, отказавшись от него, неизвестно, как бы сложилась его судьба. Без документов, не знающий русского языка, он бы снова попал в тюрьму. Евдокия никак не ожидала увидеть Микка живым. Она его давно похоронила. Прошло 9 лет с тех пор, как их разлучила судьба. За это время она успела выйти второй раз замуж и родить еще одну дочь, Веру. Правда, в новой семье счастье было коротким. Супруг погиб на фронте, а сама Евдокия с дочерьми ютилась у бабушки с дедом. В родительский дом ее больше не пустили. Родная сестра бросила ей в лицо: «Ты уже отрезанный ломоть». После войны была очень тяжелая жизнь. А как папа-то приехал, уже он стал как-то, руки золотые, он стал делать людям какие-то поделки. И какие там поделки? Кому-то кадушку сделает, кому-то ведерко сделает, кому-то печку складет, кому-то и дом построит, поможет. Он на все руки мастер был. Не было дела, которого бы он не мог бы сделать. Но долгое время между супругами отношения были прохладными. Микка не мог простить Евдокию за то, что она потеряла его сына, Хейма. Но жизнь шла своим чередом. Коми Финн был на все руки мастер. Каменщик, печник, кузнец, плотник, мебельщик-краснодеревщик. Вот этот стол и вот эту этажерку делал мой папа. Удивительно, что это сохранилось полвека спустя. Она сейчас уже покрашена в такой не очень интересный цвет, но отец мой был краснодеревщик, и я помню, что вся мебель была покрашена такой красноватый лак, очень такой, и благодаря этому лаку дерево оно играло своими красками. В деревне он был на расхват. Напивая себе под нос, Микка мог собрать шкаф, сделать ведро, поднять дом. К нему частенько забегали даже дети за лыжами. В Усть-Неме до сих пор действует фельдшерский пункт, который построил Микка. А печки, сложенные его руками, все еще в рабочем состоянии. Например, вот эта круглая в клубе. Или это у бабушки Анисьи. Михаил Иванович вышли. Печка стоит 50 лет. Хорошая, сделана на совесть. До сих пор не разбирали. Немного сверху ремонтировали и все. До сих пор греет. Михаил Кокка брался за любую работу. Однажды сельсовет заказал ему памятник погибшим красноармейцам.
Судьба словно испытывала на прочность бывшего узника ГУЛАГа. Но Микка не отказался от предложения. Родные вспоминают, что он сам даже сделал эскиз монумента, а помогал ему в этом учитель рисования. Когда мы стали делать, оказывается, я много чего не знал, как замес делать, смешивать песок, бетон, то есть цемент и песок получать, чтобы бетон, и каркас, как сделать. Он все мне показал, объяснил, и получилось, что он мой первый учитель. Вот фундамент этого дома, бетонный, ленточный бетонный, уже никого в помощь не надо было звать. Я сам уже научился у него. Через год в семье Кокка родился сын Володя. Потом появились Саша, Ваня и Тамара. Мальчики особенно были похожи на отца. Светловолосые, голубоглазые, такие же, как папа, талантливые. Пели, играли на гармошке. Евдокия работала санитаркой в местной больнице, а потом окончила фельдшерские курсы. Мне пришли и спрашивают, у нас, говорит, санитарка надо, санитарка амбулатории. И я потом начала сразу 15 сентября санитаркой работать, пошла санитаркой. Рождение последней дочери для всех оказалось неожиданностью. Микка тогда было уже 60 лет. Евдокия и подумать не могла, что беременна, и даже пыталась лечиться. Причина недомогания стала понятна через несколько месяцев. Папа назвал дочку в честь родной сестры из Финляндии – Хелли, что по-фински означает «звездочка». А мама звала ее Пулькой за маленький рост и неугомонный характер. Когда отец строил дом, вот он там колотил, значит, он же столяр, он же мастер, он же там стамески, у него куча инструментов, куча всего. И вот ворох этих опилок и всех этих стружек, я купалась, я вот этим запахом жила. Он там что-нибудь мне настрогает по-быстрому, даст мне поиграться, я опять там кувыркаюсь, круюсь в его ногах. Я у папы. Папа выходит на крылечко, садится, берет трубку, набивает махорку. И вот я к нему залезаю на коленки, значит, и вот я там трогаю его, я не знаю, я сейчас вот просто, я так хорошо так почему-то помню, его глаза голубые-голубые. Вот. Волос уже почти нет, но я считаю его волосы. Хелли хорошо помнит, как у них в доме пахло вареным кофе. А когда рано утром вставала с кроватки, всегда смотрела под ноги, чтобы не наступить на спящих путников. Незнакомые люди часто останавливались у Кокка, ведь двери их дома были открыты для всех. В гости наведывалась и цыганка Финка, единственный человек, с которым Микка часами мог говорить на родном языке. Конечно, он тосковал по родине и не терял надежду вновь встретиться с сестрами, особенно когда появилась возможность переписываться с ними. За все эти годы, пока он жил здесь в коме, там же не было информации о нем никакой. И все думали, что он умер. И вот только одна мама почему-то верила, она была очень верующая, она говорила, что я чувствую сердцем, что Микка жив, ищите его. И вот первая встреча с сестрами, с тетей Хелли и с тетей Мартой, у них была в Ленинграде в 60-м году. А вот уже в 67-м году он почти 3 года ждал визу, долгожданную визу. Сейчас дети смеются, когда вспоминают, как Микка собирали на родину. С папой отправили среднюю дочь Тамару в качестве переводчика. Речь отца была невнятной из-за того, что в тюрьме ему сильно повредили челюсть. Поэтому понимали его только родные и друзья. Тамаре тогда было 11 лет. Ее приодели в школьное платье, почти не ношенное пальто соседки, ну и вдобавок купили ботинки на 2 размера больше, на вырост. На голову повязали старый платок, сложенный в 4. Только приехали к границу и вообще попала в такое чудесное место. Во-первых, было очень солнечно. Все это время, пока мы были с папой, это был сентябрь, начало октября, было очень солнечно и очень сухо и очень красиво. Не было ни одного дня с дождиком даже. И яблони цветут, цветы кругом разные. И такая станция Ванникова. Когда вышла, я решила просто прогуляться, посмотреть, там нужно было подождать этот поезд. Я просто была в восторге от того, что неужели в жизни такие бывают такие цветы огромные, или яблони, например, севера человека.
Тамара твердо решила, когда вырастет, будет жить в Финляндии. Ее мечта действительно сбылась. 12 лет назад она с семьей переехала в Суоми. А тогда, в 1967-м, девочка из Коми-глубинки знакомилась с новыми родственниками. Тетушки Хелли и Марта уже и не чаяли, что брату когда-нибудь доведется приехать домой. Они хорошо знали, через что пришлось пройти Микка в стране Советов. История скитаний финского гражданина заинтересовала и местные газеты, и общественность. Микка дал интервью скандинавским журналистам. Уже будучи взрослой, Тамара отыскала эту статью. И здесь написано о том, что, несмотря ни на что, папа очень счастлив, что у него как бы есть место на земле, где у него есть свой домик, у него есть своя семья, у него даже есть своя лесная избушка, есть любимое дело – рыбалка. Я же наблюдала за ним, когда он это рассказывал. Мне было 11 лет, и я помню, когда брали интервью отца, а там газета была разная. Одна как бы более такая симпатизирующая гостями из Советского Союза, а другая газета была немножко такая оппозиционная. И поэтому очень интересно, даже фотографии такие различаются. И вот папа сказал, что он, несмотря ни на что, он очень счастлив, потому что он знает, что многим тысячам людей, которые погибли на его глазах, не удалось увидеть то, что он увидел, например, то, что как бы есть мирное небо, в конце концов, есть возможность просто рожать детей, просто жить. По-другому и быть не могло. Микка Кокка не пустил в сердце злобу и жестокость, хотя 9 лет терпел унижение, голод, смотрел смерти в глаза. Наоборот, он старался всем помогать, готов был отдать последнее. Хозяйка Евдокия часто ворчала на него, мол, опять Кокка из дома что-то несет. Сельчане его за это, да еще за веселый нрав, очень уважали. Уважайте, ставите, уважайте. Уважали, все уважали. Говорю же, со всеми здоровался. Не было незнакомого для него человека. Что-нибудь расскажет, да смеется. Веселый был человек. Микка не стало в 70-м, и только спустя 16 лет его реабилитировали, вернули честное имя. Перед смертью он просил среднюю дочь написать его историю, пока воспоминания еще не потускнели в памяти. Тамара подошла к делу ответственно, запросила документы из архива Свердловской области, ездила на Соловки. Многое в истории Кокка дочери было непонятно. Например, почему отцу дали 3 года, а отсидел он 7 лет. Почему его возили? Почему нужно было человека возить до Соловков? Потому что я сама как раз проезжала на этих катерах маленьких и думаю, а зачем нужно было вас возить? Добиться признания, а почему тогда уж сразу не шлепали, на то уж пошло. Неизвестная судьба Хейма, первого сына отца, до сих пор так и не нашли. Многочисленные запросы в детские дома Советского Союза ничего не дали. Вполне возможно, детей, которые, значит, то есть детей финнов, которые оставались без родителей, взрослых досажали, уничтожали, а ребят просто брали вот эти приемники, и те, кто остались живы, им просто меняли имена и фамилии. Им было 6 лет. И мне всегда такое чувство было, что он должен уже помнить, кто его отец или кто там мама у него. И вот поэтому я бы хотела найти эти следы. Поиски в семье Кокка продолжаются. Уже в наше время дочери Микка обращались в программу «Жди меня», но опять безрезультатно. Единственное, что удалось выяснить, Хейма проживает за границей. Он писатель, но как будто бы обижен на прошлую жизнь. Общаться с родными не желает. Но Тамара не оставляет своих попыток встретиться с Хейма. А имя Микка Кокка и сегодня живет в его внуках. В Прилузском районе сын Ивана Михаил Кокка, а в Финляндии сын Тамары Микко Кокка. В ночь на Иванов день для изгнания злых духов Суоми принято разжигать большой костер Кокка, что значит орел. По представлениям финнов, именно эта гордая и красивая птица поднимается выше всех пернатых. Так и пламя Кокка должно взметнуться высоко в небо, чтобы разогнать темные силы.